Вітаю, сябры. Працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава і моя сённяшняя госця гэта настаўніца года Беларусі, а цяпер настаўніца адной з варшаўскіх школ Таццяна Карпіневіч. Таня, вітаю. Добрый дзень, паважаныя гледачы, рада вітаць усіх. І, дарэчы, хачу адразу папрасіць прабачэння за сваю такую польска-беларускую рускую трасянку, бо зараз Толькі што адвяла ўрокі. Паўгадзіны тэму, там паўгадзіны пасля лекцыі, так, і я зараз блытам трохі польскую, беларускую мову, бо яны bardzo падобныя, так. Слухай, можаш для зручнасці перайсці проста на рускую, напрыклад, мову і... Прашу прабачэння за гэта. Ну, все нормально. Я думаю, што пасля таго, як ты зараз агучыш тое, што ты хочаш агучыць, то, ў прынцыпе, табе давядзецца добра валодаць беларускай мовай. Карацей, палітычная заява ад Таццяны Карпіневіч. Ты сёння ўжо ў Фейсбуку напісала про тое, што збіраешься ісці ў координацыйную раду. Вау, так, написала, и сейчас получаю много отзывов, много слов поддержки. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Мне это очень важно, это был трудный для меня шаг, но в то же самое время мне, наверное, этого не хватало, потому что я хочу что-то делать, я хочу быть полезной, и я хочу приносить пользу белорусским людям, которые здесь живут, и белорусским детям. Давай менавіта вось пра гэта і пагаворым. Што ты хочаш рабіць, так? То бок я так разумею, што паколькі ты настаўніца, паколькі ты працуеш у польскай школе, ты ведаеш нейкія асаблівасці, з якімі сутыкаюцца і беларусы, якія працуюць, так, у сістэме адукацыі, і, канешне ж, дзеці, і ты будзеш вось нешта з гэтым рабіць, каб усім стала лягчэй? Ну, вообще, я присоединилась к команде Андрея Колоса, он уже был у вас в эфире, так, ваш голос, и мы всех ждем, всех рады видеть, там очень много наставников, поэтому можно присоединиться. И, конечно, вы уже знаете программу Андрея Колоса и нашей команды «Ваш голос» — это самофинансование, социальный пакет, социальная подтримка и, конечно, эдукация. То, что мне болит, то, за что я переживаю, и ты совершенно права. Поработав здесь уже, могу сказать, почти первый школьный год, я вижу, как это работает, как это, к сожалению, не работает, и с какими проблемами сталкиваются не только белорусские дети-иммигранты, но и все, любые дети-иммигранты. Не скажу, что это проблема, оно решаемо, и оно возможно, но просто зачастую, забегая уже вперед, родители и дети даже не знают, на что имеют право. И вот здесь камень преткновения, возможно, они просто не проинформированы об этом. Давай больш падрабязна менавіта пра гэтыя праблемы. Ну вот, например, не всякий знает, что есть такой указ Министерства эдукации от 23 сентября 2017 года, и касается он именно обучения детей-иммигрантов. И по этому указу, по этому распоряжению Министерства эдукации польской, дети-иммигрантов имеют очень много на что право. Но, например, я, наверное, еще ни разу не слышала, чтобы реализовывалось это полностью, к сожалению, но каждый ребенок, приехавший сюда, и когда приходит в школу, он имеет право до 5 часов поддержки индивидуально. Сюда входят и дополнительные занятия, лекции по польскому языку, и в то же самое время он может попросить поддержку по любому предмету. Если ему сложно, что-то идет до 5 часов максимально суммировано. Но когда я спрашиваю, на самом деле, у родителей белорусских детей, то это 1, 2, 3, максимум лекций дополнительно в неделю. И то далеко не везде. Это вот по-первое, что дети имеют право вот на такую поддержку. Кроме того, оказывается, по этому распоряжению мы имеем право создавать такие интеграционные подготовительные классы. Если совсем тяжело, ребенок совсем не знает польскую мову, то могут создаваться в школах такие интеграционные классы. Ну и, конечно же, социально-педагогическая поддержка, интеграция, работа с психологом, работа с социальным педагогом. Но и я тоже знаю, что это не всегда реализовывается, что, не будем кривить душой, чаще всего дети просто приходят в школу, садятся за парту, но дальше выплывешь, не выплывешь. Твои проблемы, как говорится. Учи польский язык, родителям тем более
нужно выживать, нужно кормить семью в другой стране, и они не всегда могут уследить за этими вопросами, да. И вот хотя бы такие мелочи, индивидуальная поддержка, психолого-педагогическая поддержка, дополнительные лекции, подготовительные классы, хотя бы на это мы имеем право. Не говоря о том, что уже на каких-то контрольных экзаменах и так далее у наших детей, у детей всех иммигрантов есть тоже особенные права, вплоть до того, что он может попросить объяснить ему задание, которое он должен выполнять. Если это экзамен, детей, в нашей школе это реализовывается, их отдельно от других учеников в отдельный класс отправляют, и с ними тьютора тоже. Вот такие, казалось бы, мелочи, но тем не менее, хотя я считаю, что этого тоже недостаточно. Изучив вопрос в других странах, даже тоже Европы, я знаю, что во многих странах обязательно ребенок попадает в подготовительный интеграционный класс, где большую часть лекций именно по новому языку. Он погружается в такую языковую среду, и потом уже после года обучения в таком подготовительном классе он переходит в обычную школу. Здесь же ребята просто приходят, садятся рядом за партой с польскими ребятами, с польскими учениками. Я не могу сказать, что это плохо или это хорошо, но поддерживать таких ребят нужно. Бок гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж палякі, польскія настаўнікі не асабліва талерантныя да замежнікаў. Чаму так гэта ўсё не працуе альбо кепска працуе? Я не могу сказать, что они не толерантны. Большинство моих коллеги очень толерантны и занимаются и помогают этим иммигрантам. Достаточно сказать, что в нашей школе ребята из разных стран: Сирия, Казахстан, Беларусь, Украина, очень много. А здесь, скорее всего, зависит от того, что, тоже не будем кривить душой, и в Польше тоже есть вопрос с учителями. Очень много вакантных мест, очень много незакрытых таких дыр, да, и изыскать дополнительного учителя, который бы еще 5 часов в неделю работал с каждым иммигрантом, ребенком-иммигрантом, тоже проблематично для каждой школы. Я это понимаю, поэтому об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить даже не на уровне школы, а где-то выше, что есть такая проблема, и нас здесь много. И детей таких много. Когда я приехала в Польшу год назад, и мне сказали, что здесь больше 30 тысяч белорусских детей, я была шокирована. И это только Польша, да. У меня такой невольно мысль в голове: а у Беларуси есть будущее вообще, если вот так все дети уехали? Якім чынам, на твой погляд, можна пераканаць польскую сістэму адукацыі звярнуць на гэту увагу? Як ты збіраешься ўжо ў межах координацыйнай рады з гэтым працаваць? Мне кажется, не нужно ее в чем-то переубеждать, переконать. Нужно просто говорить о том, что мы есть. У наших детей есть проблемы. Их нужно озвучить, потому что далеко даже в рамках одной школы учителя и администрация не знают того, что происходит в классе. Мы белорусы, мы такие терпилы, да, и детей тоже учим. Потерпи. Сейчас они привыкнут, будешь с ними дружить и так далее. Буллинг заходит. И когда уже касается проблемы, доходит до уровня администрации, да, то там уже действительно проблема. Об этом не нужно молчать, не нужно бояться, как в Беларуси, говорить, да, и нужно говорить об этом выше. И мне кажется, еще нужно обозначать, что у нас немножко другие проблемы. Да, мы очень похожи с эмигрантами из Украины, там еще из других стран, но у нас немножко другая история, у нас немножко другие потребности, может быть, и у наших детей. Как я уже говорила, мы толерантны, мы терпеливы, мы будем многое терпеть, пока уже, конечно, гром не грянет, да. Разговор. Что касается родителей белорусов, им тоже нужно объяснять, на что они имеют право. Потому что, работая в школе, я вижу, что польские родители, они сразу отстаивают права своего ребенка и всегда требуют их соблюдения. Но мы всегда терпим и всегда молчим, всегда почему-то ставим себя на позицию ниже. И я не хочу сказать, что этим пользуются, но тем не менее, если мы о себе не заявляем, то зачем к нам прислушиваться? А як ты, як настаўніца, індывідуальна вырашаеш падобныя пытанні, так? Якія ў цябе ёсць цікавыя кейсы? У меня было такое, когда пришел 1 сентября, у нас за партой оказался мальчик из Сирии, который разговаривал исключительно на английском языке. К сожалению, мой английский еще хуже, чем все остальные, на которых я сейчас пытаюсь, в том числе и здесь, разговаривать. И когда он просто подошел, и я уже не могла его понять, я говорю, я так просто...
белорусский, украинский, русский, польский, ну еще и английский. И на одной лекции, да, приходится иногда просто, когда у тебя сидит ребенок из Беларуси или из Украины, и ты видишь, что он не понимает, и я могу просто сказать ему по-русски и тут же сказать по-польски. Помню свой первый день в школе, когда прибежали ко мне дети просто, чтобы поговорить. И им, знаете, им нужно давать эту среду, эту возможность поговорить на родном языке. Этого нет. Они все время как-то кучкуются, все преподавание на польском языке, но у нас же есть своя культура, у нас есть свой язык. К сожалению, да, сейчас у меня полетят камни, на котором я не разговариваю. Яны тут хутчэй на мяне ляцяць гэтыя камяні, што я табе забараніла гаварыць на трасянцы, а сказала размаўляць па-руску. А можна я буду размаўляць на трасянцы? Конечно. Руска-беларуска-польска. Да, калі ласка, Таня, не маеш праблемы ніякай. Будет что-то военковое такое. Но вот, о чем я говорила. Да, и эти дети, к сожалению, они не имеют возможности говорить, где-то выплеснуть, да, что им болит. И вот когда я была первый день, я помню, прибежали такие девчонки мнутся возле двери, и я уже понимаю, о чем речь, я говорю: «Добрый день». И они так уже подбежали, им просто надо дать возможность своей среды, хотя бы здесь. Эти дети не виноваты ни в чем. Они потеряли, может быть, даже больше, чем мы, взрослые, чем мы, дорослые люди, так? И им надо дать возможность своей среды, возможность говорить. Еще у меня такая мысль, что я вот, когда ехала на эфир, готовилась мысленно, я подумала о том, что сейчас Беларусь проводит такую интеграционную политику из России, и даже наш министр заявил на днях, что мы готовы интегрировать русский язык. Ну, зачем интегрировать? Он уже там. И все учебники, все интегрируется с российской системой образования. И когда там нет белорусского языка, белорусской культуры. И здесь мы тоже ребенка с первого дня переучиваем к польской культуре, к польскому языку. Но тогда где белорусы, где Беларусь? И об этом тоже нужно говорить. Да, мы здесь живем, да, мы платим налоги, да, мы учимся на... Но наша культура, это тоже есть наша культура и наш язык, и нужно дать возможность детям быть в своей культуре, в своем языке тоже иногда. Я нагадаю, сябры, што Тацяна Крапіневіч, настаўніца года Беларусі, беларуская настаўніца ў Польшчы, а яшчэ і будучая, я спадзяюся, сяброўка каардынацыйнай рады. Тут ужо мы мусім пастарацца, каб гэта здарылася, так? Сёння госця нашага жывога эфира. Таня, тут есть пытанне. До тебе в Польше не хватает учителей, даже в Варшаве, и эти проблемы более 10 лет. Ни одна страна в ЕС не приняла столько мигрантов детей, поэтому опыт не релевантен. Попробовать ли, может быть, от Польши получить денег на дополнительных учителей, а то это прямо какая-то утопия. Но так, не хватает учителей однозначно. Даже в моей школе и администрация здесь сделала все возможное. И эти кейсы работают. У меня сейчас не нострифицированный диплом, но есть выходы, есть на законодательном уровне выходы, когда вас могут взять на работу. И об этом тоже нужно говорить и поднимать эти вопросы выше. Сколько сюда переехало учителей? Очень много. Я знаю лично очень многих учителей. Надо дать возможность просто этим людям к рынку працы, правда? И мы в том числе и закроем эти вакантные места и тоже решим проблему. Поэтому об этом нужно говорить, не молчать. Ну, к сожалению, учителя требуются везде, и в Польше то же самое. Гэта праўда. Увогуле, як праходзіць вось гэты твой першы год працы ў польскай школе? Вось што ты зразумела ўвогуле пра польскую адукацыю, так? Што цябе тут вось уражвае ў такім пазітыўным сэнсе, і што ўсё ж, дзе ўсё ж не хапае, ну, нечага вось з таго, што ты прывыкла бачыць дома, так, у беларускіх школах? Ну, дома я прывыкла бачыць пейзаж знаёмы за окном, но але niestety teraz nie. Но что меня уразило, что так я была так впечатлена очень сильно, это то, что здесь не нужно у детей прям вырывать эти телефоны, и они без телефонов наперед. Ну, кто-то берет, да, но это нет такого, что прям вот все сидели повально в телефонах. А то, что на переменах они все просто лежат на коридорах, лежат на полу и канапки. Это так интересно, это так мило просто, ну, правда. А что касается самой системы образования, то, конечно, разница колоссальная. И я не могу, я всем говорю, когда мне задают этот вопрос очень часто, я говорю, нельзя сказать, что та плохая, та хорошая. Истина где-то посередине. И там есть хорошие вещи, и у нас есть хорошие вещи, и у них есть хорошие
хорошие вещи, и точно так же и плохие вещи. Мне, как учителю математики, очень не хватает домашних заданий. У нас их очень много, но в самом деле на Беларуси очень большие домашние задания, и наши дети вынуждены столько же часов еще проводить после школы с той працей домовой. А здесь ее вообще нет. Ну и, конечно же, что касается особенно таких предметов, как мой, его нужно отрабатывать хотя бы чуть-чуть времени, те же самые примеры прорешать дома такого же самого вида, да, с другими, может быть, числами. Потому что они все понимают, они уходят, они просто такие счастливые уходят с лекции, но приходят в следующий день, они сами не понимают, как они это забыли. Дарэчы, я тут ужо перарву цябе. Наша настаўніца па польскай мове, настаўніца майго сына, яна зрабіла вось што. Яна на бацькоўскі сход прыйшла і сказала: так, я супраць таго, каб не было хатняй працы. Таму калі вы мне зараз скажаце: так, мы за тое, каб нашыя дзеці дома ўсё ж нешта рабілі з польскай мовы, то я буду им задавать хатнее задание. Тому все же хатнее задание по польской мове у нас есть. Ну, это здорово. А я решила пойти другим путем. Я решила заинтересовать. Поэтому всегда придумываю какие-то проекты, что-то такое, чтобы как можно больше детей вовлекалось, и в то же самое время они отрабатывали навыки. Вот недавно мы проходили проценты. Мы сначала искали ошибки в вычислениях в рекламовках, в газетках в этих. Дети разобрали магазины, побежали искать и правда, на самой справе нашли такие примеры, получили свое отлично. Это было первое. А второе, что они не придумывали уже свои рекламные акции, свои проценты, обличения. И вот она практика. То есть приходится уже здесь вызов для учителя. Как ты их заинтересуешь, чтобы они сделали что-то, чтобы они поработали над этим и закрепили? Да, можно приказать, но здесь больше все дается на откуп самостоятельности, и формируется у них такая самостоятельность в учении. У нас же такая больше каральная система, да, не заробил 2, сядай 2 там. А здесь больше на откуп самостоятельности. Хочешь учиться, будешь что-то делать, будет у тебя все хорошо, пойдешь дальше в лицеум, матура, и университет и так далее. А нет, еще куча прекрасных рабочих специальностей. Почему нет? Дарэчы, піша Максім: вітаю, супер, віншую з тым, што ідзеце ў каардынацыйную раду, будзем назіраць. Пытанне: ці была замініравана ваша школа і як прайшла эвакуацыя? Давай я тут маленькую рэмарку зраблю. Сапраўды, пару дзён таму у шмат якія школы Варшавы, здаецца, лічба 200 нават называлася, то бок гэта і дзіцячыя садкі, і ліцэі, то бок розныя абсалютна навучальныя установы. Прыйшло паведамленне пра тое, што вось у вашай установе закладзена бомба. Натуральна, што ўся Варшава просто звенела гэтымі сірэнамі, калі так можна сказаць. А дзеці просто радасна ў выніку ішлі дадому. Школу твою гэта таксама тычыцца. Так, и наша школа, и возле дома, которая школа, тоже была заминирована. И я как раз пришла к первой лекции, а меня уже не пустили. Я собрала своих детей, с которыми мы должны были вести. Все отработано, схема четко была отработана, что со стороны стражей пожарных, что со стороны администрации. И не было какого-то ужаса или страха. Мы все в спокойном режиме, что обычно, казалось бы, все эти школения, все эти учения, научания, они проходят, но как ты к ним так относишься, но в нужный момент ты все это вспоминаешь, администрация все сделали четко. Я собрала своих детей, мы потом пошли на стадион, играли, разговаривали, но потихоньку потом родители подходили, забирали этих детей, потому что, конечно, это был долгий термин такой, может, 3-4 годины, так то было. Последнее, что было, то приехала собака, она по всем школам ездила, у нее был такой, наверное, самый рабочий день такой, дедлайн. И после того, как она обошла все здание, нас уже учителей запустили, но уже к тому времени детей родители разобрали, был такой для них вольный день интересный. У меня был справден, как раз контрольная работа запланирована в 6 класс, мы еще шутили, что кто-то с вас не захотел справден писать. Но, тем не менее, сработали все четко. Жалко, конечно, что это происходит, и, возможно, где-то в другом месте помощь стражи пожарной была бы более актуальна, чем на по 200 школам и школам ездить и проверять, правда это или нет. Но здесь тоже есть законы каральные, и надеюсь, что эти люди будут найдены. Увогуле праходзіла інфармацыя, што гэта зрабіў беларус, які, здаецца, помсціў польскім уладам за тое, што яны
не даюць нармальна, то бок у тэрмін беларусам ВНЖ. Вось такая была інфармацыя, чым тут і здаецца, школа? калег. Ну, у сэнсе, вось, каб нейкім чынам прыцягнуць увагу да праблемы. Я ще було б зрозуміла, як то було б якийсь ужонт, наприклад, на Тамаровій, да? Ну так, я так жартую. Так, я хочу яшчэ нагадаць нашим гледачам, што вы можете задаць Тацяне на вопрос пытанне праз данат, і калі гэта будзе карэктнае пытанне, мы абавязкова яго агучым. Так што далучайцеся, сябры. Што яшчэ пытаюцца? Ці пані Тацяна не сустракала часам дзяцей ціханаўскіх ці іншых дзяцей, відаць, вядомых беларусаў? Не сустракала детей Светланы Тихановской, но она живет в Литве, жили дети, а сейчас уехали в Америку, по-моему. Сама она приехала сюда, в Варшаву, я могу что-то путать, блытать. Не встречала таких детей, знакомитых людей на Беларуси. Ну, а яка ружница? Ну так. Дети, они везде дети. Польские, белорусские, сирийские, казахские. Дети, они везде дети. Они имеют право на дом, на родину, на обучение, на язык, на культуру. Вось ты казала про тое, што польскія бацькі, яны вельмі так канкрэтна адстойваюць правы сваіх дзяцей, так? Наколькі гэта ўплывае ўвогуле на само дзіця? Вось ці ёсць вялікая розніца паміж все ж дзецьмі польскімі ці і дзецьмі нашими эмигрантскими? Очень хорошо, что ты задала этот вопрос. Я бы даже так сказала. Есть разница между нашими белорусскими детьми и всеми остальными. Ну вот так. Да, потому что наши дети, они более тихие, они более спокойные. Даже если взять других там детей мигрантов, они более такие постоять за себя, отстоять свои права. А польский ребенок, он все точно знает. А паня имеет право на это, а паня может то, а паня не может задать нам домашнее задание, там, а паня не может там поставить там что-то исправить, не проинформировать. То есть они четко знают свои... Ну, я всегда парирую, а какие обовязки у вас, вы знаете? Хорошо, супер, что вы знаете права, обовязки. А наши дети, хорошо, 2 так 2, 1 так 1, вот я потерплю, я промолчу где-то, накричали меня за то, что я не по-польски разговариваю, где-то что-то там, кто-то на меня накричал, сказал пердоли на Украину или еще куда-нибудь, он смолчит, понимаете? Польские родители бы так не смолчал бы никогда, потому что ребенок за себя постоял. Поэтому они такие открытые, они все говорят, это очень нравится. Но я надеюсь, что и наши рядом с ними тоже становятся такими же свободными, которые могут говорить, которые могут заявлять о себе, отстаивать свои права, не бояться что-то сказать. Потому что для меня очень важно, чтобы на моих уроках дети не молчали. Даже если это неправильно, правильно, чтобы мы такой коллаборацией работали и что-то делали. С чем я часто устракалась в Беларуси, что будешь спрашивать, и все молчат. Редко какой класс там боится ошибиться. Вот это боязнь ошибиться, боязнь сказать что-то неправильно, боязнь быть виноватым. Лучше я промолчу. Вот такой синдром самозванца, отличника, и лучше я промолчу. Польские дети не боятся, они свободно разговаривают, они будут с тобой спорить, это очень здорово, они будут тебе доказывать. Наши дети учатся этому возле них. Моя вось любимая гісторыя, клас, у якім вучыцца мой сын, ён можа вось цэлым вось гэтай талакой ісці ў кабінет дырэктара і казаць пра тое, што настаўнік там не папярэдзіў пра нейкі там спраўдзян, альбо там настаўнік паставіў ацэнкі, якія вось проста ім не пасуюць, і што настаўнік не мае рацыю, і адміністрацыя вымушана з гэтым разбірацца. І гэта класна, што дзеці маюць такую магчымасць як бы адстойваць сябе, канешне. Так, и они все идут один за одного, они все идут вместе, они не молчат, это очень здорово. И действительно, я тоже знаю таких случаев. У нас бы, где в Беларуси можно было бы такую представить историю, что целый класс вваливается в кабинет директора и начинает доказывать, что кто-то там из учителей не прав. Представить себе такое я не могу. Я даже как бывший завуч школы, я бы не смогла представить себе такую историю у нас. Прилетело пытание. Нам тут 8 марта говорили, что в РБ какая-то неправильная ситуация в соотношении мужчин и женщин в образовании. Как с этим в Польше? К сожалению, непопулярная профессия у мужчин, и не только в Беларуси, мне кажется, это во всем мире, но
Не знаю почему. Может быть, в силу и заработка. Я говорю всегда, что в образовании много не заработаешь, хотя здесь разница существенная, тем не менее, с Беларусью. Здесь тоже, конечно же, гендерное неравенство, но, не знаю, я не изучала этот вопрос подробно по остальным школам, но что могу сказать касательно нашей школы, то у нас больше процент мужчин среди преподавателей, да, чем в белорусской школе. Даже сравнивать, если мои последние места работы, так, здесь. И что интересно, здесь учителя мужчины даже идут работать. Светлица — это группа продленного дня, по-нашему, так, и они работают воспитателями, и это интересно, не только там по предметам, физкультура, еще это понятно, а еще вот такие, например, как воспитатели группы продленного дня. Есть такие случаи, интересно, но тем не менее гендерное неравенство есть и тут. Окей, але тое, што, напрыклад, ёсць гэтая роўнасць гендерная, напрыклад, у тваёй школе, як яна ўплывае ўвогуле на працэс навучання? Ну, і ці ёсць гэты ўплыў, ці гэта важна, каб быў гэты баланс, ці не? Я даже, ты знаешь, как-то последнее время здесь этого не замечала. Это мне сейчас, я даже впервые здесь задумалась об этом. В Беларуси, в белорусских школах так всегда вот это, ну, женщины в основном, да, а мужчина хорошо, если Традиционная физик. профессия для Да, женщин. хорошо, если физик, да, а в основном кто? Трудовик и физкультурник. То здесь как-то, и они на уровне, и абсолютно нормально. Ты даже, ну, не замечаешь вот этой гендерной какой-то разницы, что там пан, тут пани, они абсолютно одинаково относятся. И я бы сказала, никак не влияет. Вот в Беларуси, да, потому что везде женщины, в администрации женщины, учителя женщины, а тут как-то все нормально, все одинаково. Яшчэ пытанне у нас такое агульнае, скажыце, калі ласка, на якім узроўні адукацыя у Беларусі ў школах і наколькі адрозніваюцца ад школ у Польшчы сама адукацыя, праграма, дзе лепш? Ну, снова такое питание. Во-первых, насколько я могу оценить всю систему образования Беларуси? Я, конечно, ее не берусь оценивать, не ставить ей никакие оценки и говорить, где плохо, что хорошо. И, как я уже говорила, есть разница и там, и там. Что касается самих программ, я тоже могу ответить только лишь за свой предмет. Здесь программа в школе намного легче, чем в Беларуси. В Беларуси она излишне перегружена формулами, излишне перегружена академическими знаниями. Польская же программа, наоборот, нацелена на то, чтобы подрыхтовать дзіця да жыцця ў свеце, так, да жыцця асабістага. Все задания, они связаны просто с жыццём, с жизнью, там, банки, склепы, ваты, пенсия, все вокруг этого. Они не считают тракторы или грибочки. У нас же очень заточено на то, чтобы запоминать формулы. Ну и что имеем? У нас дети очень хорошо знают, особенно отличники, они идеально знают множество формул, все знают, там просто считать умеют, по алгоритму все решают, но большинство из них не может рассчитать процент в банке, выгодно или невыгодно положить под процент вот эту вот сумму, и когда будет выгодно. Здесь же простые формулы ребята не знают, но умеют их использовать. Тогда у меня вопрос, если у меня есть 24/7 доступ к этим формулам, как к тому же калькулятору, зачем мне вот эти вот огромные кучи формул, особенно по тригонометрии. Сейчас больная боль у всех матуристов, кто готовится. Всем привет. Вот. Зачем это учить, если всегда к этому есть доступ? Важно, как ты умеешь это применять. Конечно, какие-то общие, они со временем и запомнятся, но ту же самую тригонометрию, ну, простите, ее нереально человек, который не живет в ней, помнить все эти 112 формул. Поэтому разница с программой колоссальная. Она здесь легче, но в то же самое время я здесь как учитель, я здесь не развязана руки. Я вижу, что мои дети сейчас эти дроби, эти уламки, они еще не дотягивают, им надо больше времени. Я могу посвятить на это больше времени. Если я 6 классом вижу, что им проценты пошли очень легко, мы пошли вперед. И здесь у меня нет такого четкого КТП, что я не могу ни на урок меньше, ни на урок больше сделать. Здесь я сама решаю, на каком уровне мой класс. У меня есть программа, я должна за этот год, мы должны выучить вот на таком уровне это. У меня есть такие воронки, есть эти показатели, я должна это с ними уметь. Все. А как я это буду делать? 5 часов или 10, это уже есть рекомендованное. Конечно, есть рекомендованное, но здесь нет такого, что ты вот прям тебя накажут за то, что ты не используешь. Потому программа здесь легче. Здесь тяжелая программа уже начинается в лицее. Когда они приходят, уже первый курс, особенно если фізмат, они окунаются уже тогда в настоящую так, математику. Я веду гэтай гісторыі пра адныя адзінкі, так? То бок калы? Першы курс для першого класса лицеума, так, математика — это одинки, потому что разница колоссальна. Но
не могу сказать, что это хорошо или плохо. Здесь, наверное, каждый должен делать свой выбор и готовиться к этому. В рамках школьной программы все эти формулы даются. Да, они даются. Просто не делается акцент на запоминание, заучивание, решение по алгоритму, как это делается в Беларуси. Но они даются, все эти формулы. Так, прилетело пытанне ад патрона, ад Андрэя Коласа. Вау! Привет, Андрей. Каверзнае пытанне. А колькі атрымлівае настаўнік у школе у Польшчы хоць прыблізна у параўнанні з Беларусю, так? Ці хапае на жыццё і ці будзе заставацца хоць сімвалічна трошкі на самом фінансаванне каардынацыйнай рады? Ну, я нагадаю, што вось акурат блог Андрэя Коласа заяўляе пра тое, што вось група будзе фінансаваць сама сябе, так? Но и заработок. И это был первый вопрос от Андрея, конечно. И когда ты сам себя финансируешь, то с тебя и спросить, как говорится, отвечаешь только перед самим собой, перед своими словами. А если тебе уже кто-то платит зарплату, то ты уже ответственный, правда, перед своим работодателем. Поэтому мне очень откликается, импонирует вот этот одна из частей нашей программы про самофинансирование, да, именно с этого боку. Ну, а что касается моей зарплаты, то я скажу так, я работаю не на полный этат, я работаю ставка. Я работаю 2/3 ставки, здесь она 18 часов, не так, как в Беларуси 20 часов. Ну, и я, конечно, сейчас на самом низшем уровне, как в Беларуси у меня уже была высшая категория, высшая, так, то сейчас здесь это, конечно, ничего не учитывается, я просто на самом низшем уровне, как будто вот пришла с педуниверситета, у меня самая низкая зарплата, но, тем не менее, я могу сказать, не кривя душой, что даже с большим количеством часов, почти 1,5 ставки, даже с завучем за плечами, так, я не имела в эквиваленте на белорусские рубли этой зарплаты, чем я сейчас здесь на самом низшем уровне. Я не буду кривить душой, что хватает мне или не хватает. Конечно, так как я нахожусь на международной защите, то еще у нас есть с дочерьми пособие. Ну, этого уже худо-бедно хватает, чтобы рассчитаться за жилье и еще как-то прожить. Вот. Поэтому я отдаю себе отчет, и я понимаю, что я всегда была такой. Если я пошла работать в школу, то очень часто зарплата уходила именно на то, чтобы что-то купить детям. Поэтому я на этот шаг полностью поддерживаю здесь Андрея. Самофинансирование, ты отчитываешься перед самим собой, отвечаешь за свои слова. Это путь вот к этому развязывает руки. Ну, ввогуле, калі вяртацца ўжо да каардынацыйнай рады, ці не страшна табе як бы вось урывацца ў гэтыя эмігранцкія структуры, так, да якіх ёсць вельмі шмат прэтэнзій у беларусаў? Слышала об этом. И знаешь, вот я когда приехала больше года назад уже, я была такая в розовых очках, думаю, ну все, сейчас мне тут все помогут, белорусская диаспора. Мне сразу сказали, сними розовые очки, Таня. Помогают единицы, помогают люди точечно. Вот это вот, что там, да, я буду, наверное, благодарна до конца своих дней фонду Байсол, который нас вывез, этому прекрасному Федору и людям, все, кто нам помогал и собрал. Но что касается дальнейшего, вот как ты здесь, ты фактически, да, ты должен сам все. Есть какие-то, вот их много, таких объединений, таких фундаций, которые что-то объясняют, но по факту куда я не ткнулась там с чем-то, это не в нашей там компетенции, мы здесь не можем помочь. Ты фактически сам проходишь этот путь. И я понимаю, куда я иду и на что я подписываюсь. Я тоже ехала, думала сегодня с утра на работу, была всегда вне политики. Конечно, до 2020 года. В 2020 году мы все окунулись в политике. У нас у всех было натхнение такое, мы думали, что что-то можно изменить. До 2020 года никто не был в политике, в 2020 году были все в политике, но потом пришлось выбирать, либо ты остаешься в политике, остаешься и уезжаешь, либо ты остаешься в Беларуси. И я для себя решила, учителям нужен учитель математики. Я закрыла двери, и я работаю. Просто. Все остальное мимо меня. Политика, все, видишь, все равно прилетела за 2021 год, и пришлось оказаться здесь. Ну и сейчас у меня нет какой-то цели там. Мы не можем повлиять на то, что происходит в Беларуси вообще никак отсюда. Мое мнение такое. Что мы можем там сделать? Мы ничего не можем там сделать. Мы не можем повлиять на международные отношения. Это тоже не моя. Но мы можем
что-то сделать для людей, которые оказались здесь. Нас их не 10, не 20, не 100, не 1000, а особенно детей. Мне за них болит, потому что взрослые, они должны себе, они уже взрослые, у них есть какой-то опыт, свое мироощущение, и они вынуждены будут уже жить хотя бы ради самих детей. Но дети зачастую остаются за взрослыми проблемами сами с собой наедине, и не могут об этом говорить. Вот за это мне болит, поэтому я и лезу в политику. Тут пытанне ад нашай глядачкі, і глядачка наша, здаецца, з Украіны. Яна проста не ведае тваю гісторыю, так? Яна пытаецца, у якім месцы ты працавала ў Беларусі і чаму выехала. Ну, можаш у 2 словах коротенько патлумачыць, хто не ў курсе. Я работала в очень маленькой школе, там в сельской местности, такой маленький городок в Беларуси. Уехала по политическим причинам. На меня написали донос, что в 2020 году я выложила пост с символикой в виде пастилы бело-красно-белой. Кто-то сделал скриншот и сохранил. В 2024 году на меня написали заявление через канал Бондаревой, который я не знала до тех моментов. Инфоказачка такая белорусская, так. Я называю стукашка, иншими словами. Ну и завели уголовное дело, нет, не уголовное, административное, чего я вру, административное дело на меня, но я поняла, что если уже завели, если уже хотят, то явно могут посадить, и через вот эти вот донос вынуждена была бежать, за 2 часа собрать сумку, ребенка, потом еще месяц мы по всем мирам, странам ездили с дочерью, пока приехали в Варшаву. И от 15 января прошлого года мы живем в Варшаве и очень рады этому государству, что нас так приняли так радушно и помогают нам здесь. Што ж, калі яшчэ нам вяртацца ўсё ж да каардынацыйнай рады, так? Ты ўвогуле як бы сачыла за гэтай структурай, ты ўвогуле разумееш, якая яе мэта і гэтак далей? Конечно, я понимаю, какая цель, и, конечно, я понимаю, скажем так, куда стремиться, да, для чего она создается. Но не будем кривить душой, мне кажется, это не работает, а некоторые цели недостижимы. Мы ничего не можем сделать с тем, что сейчас происходит в Беларуси, это нужно признать. Мы можем об этом говорить, да, мы можем призывать мировое сообщество, но повлиять как-то на то, что там происходит, мы не можем. Но здесь облегчить жизнь здесь и разговаривать с властями этого хотя бы государства или других государств, Литвы, Латвии, Грузии, о том, чтобы нам здесь, нашим людям, нашим детям сделать условия, услышать нас, во-первых, услышать наши проблемы, услышать, что мы другие, что у нас есть свои особенности. Я недавно услышала, что некоторые даже не знают, насколько нам сложно с паспортом. Все же думают, что если иммигрант, то как и украинец, он может взять свой паспорт и поехать в любую точку мира, но у нас это не работает, мы так не можем. И они очень искренне удивляются, как это вы не можете выехать. Вот я не могла выехать, пока не получила международную защиту, сейчас не могу выехать, кроме Евросоюза. Они искренне не понимают даже на уровне административно в Польше, почему такая разница. И об этом нужно говорить, о том, что есть разница. И мне кажется, для меня, может быть, я наивная, может быть, я неправильно понимаю, для меня кажется, вот это главная цель — создать здесь какую-то, я не говорю структуру власти или какую-то единицу власти, не нравится мне слово «власть», в принципе, а просто такой некий орган управления, который бы помогал, содействовал, с одной стороны, разъяснял людям, да, объяснял, с другой стороны, разговаривал, находил общий диалог. У меня одно простое задание, одно простое предложение. Я пришла учить, я учу ваших детей. Я делаю все, чтобы помочь им научиться математике. Я уже вижу результаты. Я научилась польскому языку. Ну так давайте вы тоже пойдете немножко навстречу нашим детям. Правда? Правда. Ну што, сябры, вы ведаеце, за каго галасаваць у каардынацыйнай радзе, так, на выбарах у каардынацыйную раду 4-го склікання. Выбары, здаецца, у траўні. С 11-го, так. Таму, калі ласка, ваш голас. Ваш голас, наш, так. Гэта пул беларускіх настаўнікаў у эміграцыі, якія збіраюцца зрабіць так, каб нашым дзецям тут, у краінах, куды мы з'ехалі, было лягчэй.
Так, в том числе один из наших пунктов, поэтому всех приглашаем, всех ждем. Нам нужны апантанные люди, которые хотят что-то сделать То лучше. бок вы яшчэ набіраеце Так, каманду. так, поэтому всех приглашаем, в том числе у меня в Фейсбуке, у Андрея есть форма. Всем рады. Нам таких, особенно наставников, не хватает. Што ж, дзякуй вялікі. Дзякуй. Я нагадаю, сябры, што Тацяна Крапіневіч, беларуская настаўніца матэматыкі, настаўніца года ў Беларусі, а цяпер настаўніца, якая працуе ў адной з польскіх школ, варшаўскіх школ, была нашай сённяшняй госцей. Тацяна зрабіла падчас нашага эфіру заяву, што ідзе ў каардынацыйную раду, на выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання, так што у вас ёсць усе магчымасці падтрымаць Тацяну на гэтых выбарах. Ну і, уласна кажучы, блок, да якога далучылася наша гераіня, блок «Ваш голас». Всім добрых выходных. Дзякуй яшчэ раз, Таня. Дзякуй вялікі, дзякуй за падтрымку. Мам надзею, што ў нас все атрымаецца. Вялікі дзякуй. Шчасліва.